Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Сразу два пожара с человеческими жертвами зафиксировали в районах Якутии сегодня. Лучшие из лучших в постпредстве региона в Москве провели встречу с семейными предпринимателями Якутии. Подписано соглашение. Это займет всего пару минут. В аэропорту Якутска открылся пункт экспресс-диагностики на коронавирус. Один человек погиб при пожаре в гараже в Мирнинском районе. Сообщение о возгорании в микрорайоне Надежное города Удачный поступило около 9 утра. Огнеборцы были на месте через 4 минуты. На момент их прибытия строение горело открытым огнем. Пожар ликвидирован. На площади 50 квадратных метров. В результате огнем поврежден гараж с автомобилем. На месте происшествия обнаружено тело мужчины 1978 года рождения. Борьбу с огнем вели 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Спасено 2 рядом стоящих гаража. Фрагменты тел 2 мужчин обнаружили после пожара в частном доме в селе Тамтор Верхоянского района. На месте работы следственная группа, сообщает МЧС России по Якутии. Сообщение о пожаре поступило рано утром в 5:30. В результате дом сгорел практически полностью. На пепелище обнаружены фрагменты тел 2 мужчин 61 и 72 годов рождения. Другим темам. В постпредстве Якутии в Москве провели встречу с семейными предпринимателями республики, членами торгово-промышленной палаты. Это около 300 предприятий малого и среднего бизнеса. Встретились лучшие из лучших. Впереди их ожидает участие на Всероссийском форуме «Успешная семья. Успешная Россия». Представители сельхозбизнеса, социальной сферы, передовики фармацевтического, кофейного, ювелирного, фотобизнеса. Они приехали из разных районов республики. В завершении встречи подписано соглашение между торгово-промышленной палатой Якутии и постпредством республики в Москве. Документ создаст благоприятные условия для развития предпринимательства, привлечения инвестиций в регион, поможет развить международные связи. У торгово-промышленной палаты особая миссия. Мы скорее являемся такой некой площадкой, которая создает возможности. Возможности для развития, для масштабирования, для поиска новых контактов, для позиционирования своих услуг, своих товаров. В 2021 году нашей палате исполнилось 30 лет. И подписание сегодняшнего соглашения, это входит тоже в череду этих наших юбилейных мероприятий. И мы считаем, что эти подписанные нами соглашения, они закладывают фундамент во всю нашу дальнейшую деятельность. Режим повышенной готовности и ограничительные меры по ковиду продлены как минимум до 1 марта. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Кроме того, с учетом ухудшения эпидситуации с 15 января в Якутске при посещении торговых центров вновь начнут требовать QR-коды, а предприятиям общепита, в том числе банкетным залам, разрешено работать с 6 утра до полуночи. Между тем, практически все случаи коронавируса, выявленные в республике за сутки, зафиксированы среди непривитых граждан. За последние сутки выявлено 210 случаев заболевания ковидом, в том числе заболели 23 ребенка, из 187 взрослых непривитых 182 человека, что составляет 97%, говорится в сообщении. Отмечается, что в стационарах по всей республике получают лечение 503 пациента, из которых 460 человек в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 43 человека, из которых 42 пациента не получили прививку от коронавируса. В отделениях реанимации медработники борются за жизнь 6 крайне тяжелых больных. Тем временем привились от коронавируса в Якутии более 74,5% взрослого населения. Среди лидеров по вакцинации Алайховский, Нижнеколымский, Момский, Среднеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский районы. В якутском аэропорту открылся пункт экспресс-диагностики на коронавирус. Пройти бесплатное тестирование могут все желающие пассажиры центральных рейсов, прибывающие в Якутск из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи. Продолжит Сарглан Неустроева.
Процедура экспресс-диагностики коронавируса длится всего пару минут. Достаточно заполнить анкету и сдать мазок слизистых носа и рта. Результат будет уже через 15 минут, а в это время можно получить багаж или заняться другими делами. Главное, это позволит быстро выявить опасную инфекцию. Тесты наши, российские, для массовой диагностики они у нас используются с января месяца. В январе месяце мы именно получили тесты на выявление новой коронавирусной инфекции с профилактической целью. Активно выявляем, то есть обследуем всех пациентов с признаками ОРВИ и контактных с признаками ОРВИ. Однако в зоне выдачи багажа якутского аэропорта метод экспресс-диагностики на удивление не пользуется популярностью. За первый день работы пункта из 420 пассажиров, прилетевших в Якутск, пройти диагностику согласились лишь 56 человек. И не зря. Этот метод очень высокочувствительный. Вчера по прилету у нас были обследованы 56 прилетевших. Из них у нас по тест-диагностике выявился один положительный. Он был у нас отправлен на подтверждение, ПЦР-диагностика. И ПЦР-диагностика тоже подтвердила данный диагноз. Хочу отметить, что у пациента не было никаких симптомов. И это очень характерно для клиники новой коронавирусной инфекции. Очень большой процент протекает бессимптомно. Сотрудники аэропорта отмечают, такие нововведения служат для безопасности в первую очередь самих пассажиров и тех, с кем они будут контактировать в дальнейшем. В конце концов, сегодня якутский аэропорт – это зона большого пассажиропотока и работы 10 авиакомпаний страны. За 2021 год мы обслужили 795 тысяч пассажиров. На прилет в среднем у нас сейчас свыше 1000 пассажиров, а из них 65% пассажиры центрального направления. Также важно отметить, что по результатам экспресс-диагностики не ставится диагноз. Если первичный анализ покажет положительный результат, то пассажиру выдадут направление в обсерватор для дальнейшего бесплатного медобследования. Сырглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Запасы корма для зимовки скота и лошадей в Якутии составляют 66% от общего заготовленного запаса. В целом зимовка идет стабильно. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в республике составляет более 170 тысяч голов. Из них 125 отелилось, а численность лошадей более 180 тысяч голов. Сейчас продолжается перевозка грубых кормов внутрь и вне улусов, в том числе в Чоропчинский район доставлено 50% от общего плана, в Намский 620 тонн. Осталось у нас 66%, это 278 тысяч тонн кормов. Помимо этого мы ввозим сейчас корма извне республики. План завоза извне республики и внутри республики у нас 33 тысячи тонн. В данное время 50% кормов завезено в хозяйствах, в том числе завезено извне республики 11 тысяч тонн. У нас остается где-то извне республики еще завести порядка 4 тысяч тонн должны завести извне республики. Это в основном Чоропчинский, Усалданский, Алекнинский, и Тампонский районы, и Намский район. Акушерское отделение Алданской центральной больницы переехало. В роддоме завершился капитальный ремонт. Работу провели по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Условия оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным существенно улучшились. Провели перепланировку родзалов. В результате зонирования появились родовой и послеродовой блоки. В санузлах установили душевые кабины, заменили двери. Уютными стали и палаты. По программе модернизации по нацпроекту «Здоровье» отделение оснащено функциональной мебелью, современным диагностическим и реанимационным оборудованием. Повезло прям, что ремонт закончился буквально накануне. И сейчас после капитального ремонта здесь раньше было хорошо, но стало прям замечательно. Наше акушерское отделение стало отвечать современным требованиям родоспоможения. В условиях неспокойной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции это очень актуально. Сейчас у нас появились специальные боксированные палаты для беременных отдельно, также отдельно в послеродовом блоке. Бал главы Ленского района – это торжественное мероприятие, на котором чествуют лучших школьников.
На праздник во Дворец культуры «Юность» пригласили 65 учащихся городских школ, а сельских поздравят по месту проживания. Всего ежегодно 100 детей принимают участие в этом мероприятии. Анна Кожевникова продолжит. Самые яркие звездочки образования собрались на традиционном балу главы Ленского района во Дворце культуры «Юность». Впервые за время пандемии это мероприятие прошло в очном формате с согласованием Роспотребнадзора и соблюдением всех эпидемиологических мер. На этом мероприятии мы традиционно чествуем 100 детей, которые добились значительных успехов и в учебе, и в спорте, и в творческих, интеллектуальных конкурсах. В этом году решили попробовать им подарить портативные колонки. Надеюсь, что детям понравится. Ну и сладкие боксы вместо питания традиционного мы здесь организовывали, тоже столы накрывали детям. Но решили сделать вот такой вот подарок сладкий тоже. Современный и нужный подарок пришелся по вкусу всем ученикам. Само мероприятие учащиеся также считают хорошим вознаграждением за успехи и стимулом для дальнейших побед. Это придает мотивацию хорошо учиться. Я отдельно занимаюсь графическим дизайном, то есть рисую на планшете, на компьютере, разрабатываю какие-то стили, ландшафты иногда. Вот. Это как мое увлечение, хобби. А предметы я занимаюсь биологией, литературой и основными такими, как русский и математика. Из 4700 детей, обучающихся в школах Ленского района, на бал попадают поистине избранные 100 учеников. Это лучшие из лучших. Я хорошо учусь, у меня ни одной тройки. Вот. Участвую во всяких олимпиадах. Активная жизнь там в школе, всем пытаюсь помочь и везде пытаюсь быть полезной. Мне безумно приятно, что за мои заслуги я могу оказаться на таких мероприятиях, даже подарки получать. Поэтому я очень рада и благодарна всем организаторам. Попасть на такое торжество – это большая честь, считают дети. Я активный просто очень, участвую во всех олимпиадах. Первое место за спортивные мероприятия. Охваченные сельские школы, но сегодня в очном формате приняли участие 65 городских учеников. Остальных поздравят по месту учебы и жительства. Надеемся, что на будущий год былые традиции будут возобновлены в полной мере. И все 100 самых успешных учащихся соберутся на рождественском балу главы Ленского района. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. И последнее. Национальный парк «Ленские столбы» за прошлый год посетило вдвое больше людей, чем в 2020 году. Несмотря на все ограничения, лесные пожары, которые были с июня по август, парк посетили 27 645 человек. Это в 2 раза больше показателей 2020 года и на 6 тысяч человек больше по сравнению с 2019 годом, рассказали журналистам в нацпарке. Точкой туристского притяжения является местность Лабыя, где проложен маршрут протяженностью 2 километра и обустроена смотровая площадка. В летний сезон проходят сплавы по реке Ботуми, организуют отдых на песчаных дюнах. К этому часу это все новости. Увидимся чуть позже.